Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Мой Кыргызстан» и я, Денишбекова Назира. Мы ведем репортаж с Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете министров Кыргызской республики Кыргызпатент, отдел регистрации и распределения авторского вознаграждения. С нами главный специалист отдела регистрации и распределения авторского вознаграждения Садыкова Джапара. Здравствуйте! Здравствуйте! В нашем Кыргызстане есть очень много талантливых людей, которые пишут свои сценарии, стихи, пишут песни, музыку. И, к сожалению, плагиат, он не обошел стороной наш Кыргызстан. В связи с чем мы решили вам показать воочию на собственном примере, каким образом можно запатентовать свой интеллектуальный товар и не бояться, что кто-либо может его забрать и присвоить к себе. Вы можете в любом случае прийти в Кыргызпатент, который находится по адресу Московская, 62. Заходите в сам Кыргызпатент. На КПП вы сообщаете о том, что вы пришли запатентовать свой интеллектуальный товар. Входя через КПП, с правой стороны будет общий отдел. И уже с общего отдела к вам позовут специалиста. И специалист, сидя за этим столом, помогает вам заполнить заявление. Я правильно? Все? Ну, в принципе, да. Порядок, правильно? Хотелось бы сказать, что Кыргызпатент, он регистрирует объекты интеллектуальной собственности, и непосредственно наш отдел занимается регистрацией объектов авторского права. Хотелось бы в первую очередь отметить, что объекты авторского права вообще, значит, их не обязательно регистрировать, потому что права на них возникают с момента создания произведения. Вот, допустим, вы на своем компьютере, допустим, писали этот ваш сценарий, вы его писали, вы сохранили на компьютере, значит, вот с этого момента вы уже, если он уже у вас готовый, даже если вы его не обнародовали, у вас уже есть права на этот проект. Вы можете его предложить, допустим, какому-то телевидению, вы можете его опубликовать, вы можете его выложить в интернет. То есть у вас уже эти права есть. Поэтому, другое, понимаете, права и защита – это разные вещи. Поэтому очень хорошо, допустим, регистрация, она действует именно в отношении рукописи. Когда это уже книга, то ваша фамилия уже написана на этой книге. И вы, даже если захотите отстаивать свои права в суде, вы всегда можете эту книгу, как говорится, показать, сказать: вот, я автор этой книги. Но когда у вас только сценарий, и вы, допустим, вы его никому не показывали, и кроме вашей семьи об этом сценарии никто не знает, то вам действительно трудно, конечно, защитить свои права. Поэтому у нас как объект авторского права сценарий, киносценарий, сценарий телевизионного проекта, это можно у нас зарегистрировать. Вот не запатентовать, а зарегистрировать. Регистрация объекта авторского права. Патент относится к промышленной собственности, поэтому давайте мы об этом даже не будем говорить, а вот регистрация объекта авторского права. А к объектам авторского права относятся произведения науки, литературы и искусства. И в этом плане, вот, допустим, ваш проект, он относится к области искусства, да? Да. Вот вы хотите, чтобы у вас этот сценарий телевизионного проекта, вы хотите его зарегистрировать, а потом, значит, предложить уже, допустим, он будет на телевидении, на телевидении уже как сценарий будет в основе какого-то шоу-проекта, реалити-шоу, вы сказали. Вот, смотрите, есть такая вещь. Объекты авторского права, как я сказала, что это произведение науки, литературы, искусства, а вот формат, понятие формата, то, что вы говорите, это реалити-шоу, формат, он не регистрируется, он даже, понятие формат, телевизионный формат, его нет в нашем законодательстве, поэтому
сам формат зарегистрировать сложно. Но в вашем сценарии описано. Вот вы, я вижу, написали, что вот, допустим, вот столько-то человек да, будет вот для этого шоу-проекта, ну, то есть телевизионного проекта будет изначально отобраны, потом они будут проходить такой-то этап, такой-то, и в конечном результате у нас будет то-то и то-то. Сам процесс, вот, допустим, съемки, как вот это все как описано вами. Но понимаете, это, да, действительно, это формат, сценарий. Да, вот сценарий, но сам сценарий как рукопись, как литературный, да, как литературную часть, потому что то, что вы сделали, это вы сделали творчески. Да? Вы подошли к этому творчески, вы это сделали. Поэтому мы эту рукопись можем зарегистрировать как литературную часть вашего вот, телевизионного проекта. Поэтому рукопись, вот вы принесли ее, мы можем зарегистрировать. В конечном итоге, когда вы, скажем, уже сделаете программу, да, и вы сказали, что это будет... В январе месяце это начнет стартовать. И то есть навещанием я планирую 31 января. Это будет реалити-шоу, да? Да. Но смотрите, вот объект авторского права и есть объект смежных прав. То есть это к смежным правам относится исполнение, фонограммы, да, и значит, передачи эфирного и кабельного вещания. В вашем плане, вот в вашем, да, деле получается, что вы как автор сценария, да, вот, литературная основа, а когда это будет, скажем, на вашем телевидении, да, показано, это уже телевидение, это будет уже продукт телевидения. Это, значит, у вашего телевидения будут смежные права. Да, то есть я могу на вот это реалити-шоу, да, но вы как говорится, основной, да, идея ваша литературная часть, и уже вы как вот заложили этот проект, вот так получается вы автор этого проекта. Да. Поэтому мы регистрируем литературную часть, но имейте в виду, что когда это уже будет реалити-шоу и уже будет выходить в эфире, это уже будет продукт вашего телевидения, вашего канала. Как можно тогда поступить? Хорошо, канал в Кыргызстане, это наш 312, я абсолютно, да, как бы согласна с вами. Я являюсь головным мозгом, да, в эту проект, это мое детище. Я даю, получается, смежные права нашему каналу, но это же вещание будет и на узбекском канале. Смежные права тоже так же, как и авторские, возникают с момента выхода в эфир. Ага, все, поняла. То есть как только ваше реалити-шоу пошло в эфир, у вашего канала уже автоматически возникают права на этот ваш уже готовый, да, вот реалити-шоу на это. И узбекских тоже. Я что-то должна буду предоставлять в Узбекистан, какой-то документ, что-то вроде соглашения, либо согласия? Ваше телевидение может дать согласие, да, вот между собой это уже заключается договор, да, вот между вашим телевидением, скажем, и узбекским телевидением, ну или любым другим телевидением. И что хотелось бы сказать, смотрите, вот это также, смотрите, также аудиовизуальные произведения, да, это вот кинопроизведение, там же тоже это же коллективное творчество. Да. И для того, чтобы возникло кино, допустим, сначала нужно написать сценарий, потом, значит, его нужно снять. Это уже работа кинооператора, да, и там пишется музыка, вот, это уже композитор. Потом, значит, там работает художник, да, работает художник. И когда художник, он, то есть, вот, видит как концепцию этого фильма, вот, какое изображение будет, да, вот, поэтому, видите, в аудиовизуальных произведениях там 5 авторов. Вот в телепроекте, допустим, вы один автор, а смежные права уже у вашего телевидения. В кинопроизведении там получается уже там 5 авторов, да, потому что это визуально. А правообладателем будет киностудия, скажем, либо это будет частное лицо, скажем, да, которое инициировало этот фильм, либо оплатило этот фильм. Поэтому здесь есть производитель аудиовизуального произведения. Вау. Вот, да, вот это какие вещи тонкости. есть. Да. То есть здесь есть такие вещи, но раз вы только начинаете этот, да, вот телевизионный проект, вот то, что вы хотите зарегистрировать, это очень хорошо. Но видите, в этом случае вы не можете защитить формат. То есть вот
ток-шоу, да? Ой, не ток-шоу, это у вас реалити-шоу, да, реалити-шоу. Вы не можете защитить, потому что, в принципе, реалити-шоу, они есть на разных телеканалах, только у них другое содержание. Мы же знаем «Дом-2», скажем, да, но там уже отношения. Там отношения, любовь. Да, любовь и всякие разные, значит, другие какие-то цели, да. У вас другая цель. Да, у меня концепция совсем другая. Да, вы хотите отобрать каких-то талантливых ребят, и из них уже, а потом вы уже из них, как говорится, пестуете, вы берете, как говорится, пластилин, из него вылепливаете, но этот пластилин должен быть талантливым. Конечно. В первую очередь. Пластилин должен как минимум мяться. Да, поэтому у вас вот эта вещь. Но, значит, суть же я могу защитить, правильно? Смотрите, когда вы регистрируете, ваш сценарий, он сохраняется у нас, ваша рукопись. И сохраняется, если вы к нам обращаетесь, вот, скажем, на бумажном носителе, то есть у вас должен быть какой-то объективный, так сказать, вот ваше произведение в объективном виде. Если вы обращаетесь к нам в электронном виде, да, то есть вы обращаетесь к нам через наш портал, вы туда заносите те же самые документы, только они в электронном виде. Вы сканируете, и вот тот же самый сценарий, вы копию вашего паспорта прикрепляете, вы оплатили, скажем, это сбор называется, вы оплатили сбор, этот сбор у вас, квитанцию отдали на руку, вы эту квитанцию отсканировали, тоже прикрепили, то есть процедура, она очень простая. Единственное, что я хочу сказать, в наших функциях нет проведения экспертизы. Экспертиза это относится к патентам, к изобретениям, допустим, там и сроки другие. У нас вот вы принесли нам этот сценарий, вы нам, когда заполняете заявление, вы пишете, что я гарантирую, что при создании до этого произведения ничьих авторских прав я не нарушал. То есть, когда вот здесь уже защита, да, вот когда вы будете защищать свои права, допустим, если кто-то нарушит ваши права авторские, то вы уже пойдете в суд. И когда скажут, откуда мы знаем, что это вы автор этого произведения? То есть вы уже доставляете, так скажем, даже ваша запись на вашем компьютере, это тоже есть доказательство. И вот ваша распечатка тоже доказательство. Даже ваши черновики, это тоже ваши доказательства вашего творчества. Поэтому в этом плане, вы можете защитить себя. И вот этот документ, он является как бы дополнительным доказательством того, что вы есть автор этого произведения. Поэтому еще раз хотела бы сказать, что у нас и сбор тоже не очень большой. Какая сумма? 500 сомов это для физического лица, то есть если вы автор. Если правообладателем является юридическое лицо, то юридическое лицо оплачивает 5000 сом. То есть автор платит всего от этой суммы 10%. Да. Поэтому, сама процедура, она легкая. Вы приходите, мы вас консультируем, потом вы приносите все эти документы. Если вы живете где-то, скажем, не в Бишкеке, в регионе, то вот у нас, начиная с 2020 года, как у нас началась пандемия, с этого момента у нас стали более активно присылать в электронном виде, в электронном формате. Кроме этого, вы можете просто по почте те же документы. Мы можем вам выслать на вашу электронную почту заявление. Вы его заполнили, собрали все, там же несложно. Конечно. Вот ваша рукопись, вот ваше заявление, вот ваша оплата, копия паспорта. Приложили, отправили на почту. То есть есть люди, которые уже, скажем, пожилого возраста, им проще на бумагах. Конечно. Вот это им как бы важнее, что моя рукопись, мои стихи, моя нотная запись, мои какие-то научные работы. Это все я положила и в почту, в бандеролю отправила. Более молодое поколение, оно предпочитает отправлять электронно. И в электронном виде тоже совсем не сложно. Ты один раз подаешь заявочку, дают логин-пароль, этому заявителю. Все. С этим логином, паролем можно не один и не два, можно пользоваться постоянно. То есть заявки можно подавать с одного этого с этого пароля. Входите и все, заполняете эту формочку, все.
Если вдруг чего-то не хватает, вы что-то забыли прикрепить, тоже не проблема. Вы указываете свою почту, вы указываете свой телефон. Мы всегда можем с вами связаться и сказать, что извините, вот недостаточно. то-то, предоставьте еще вот это. Это касается еще и программных продуктов. Вот, программные продукты и базы данных. Ну вот у нас очень активно вот этой электронной подачей пользуются авторы вот этих программных продуктов. Им, просто специалисты, программисты, им проще. Вот, они живут в этом мире, это их мир. Им, легко. А люди в возрасте, им тоже здесь путь не заказан. Пожалуйста, приходите, мы вас проконсультируем, точно так же оформите, подпишите все это и можете просто в бумажном виде на бумажных носителях принести. Поэтому у нас процедура она легкая. И наша организация, она очень открыта. Мы всегда можем дать консультацию. Если, допустим, вы пришли с одной какой-то, допустим, если что, вы хотите это зарегистрировать, но если это не совсем наш объект, скажем, мы можем сказать, нет, это у вас, допустим, промышленный образец. Вот посидите, пожалуйста. Мы сейчас попросим, чтобы спустился специалист по промышленному образцу. Поэтому в этом плане у нас мы стараемся человеку, чтобы он получил полную консультацию. Как долго рассматривается? Очень хорошо, что вы задали этот вопрос. У нас, объект авторского права, как только поступило ваше заявление со всеми документами, если вдруг чего-то не хватает, то там чуть-чуть продлевается. Допустим, я могу вам написать по почте или там по электронной почте, вы пока это все принесли, но у нас сама процедура рассмотрения, она занимает 15 дней. 15 календарных или рабочих? Смотрите, это у нас календарные дни. Вот мы за эти 15 дней должны вынести решение. Но у нас выносится решение о чем? О том, что ваш продукт, интеллектуальной деятельности, это является объектом авторского права. Если это объект авторского права, мы вынесли решение. После нашего решения уже отделу государственных реестров уже готовит свидетельство. То есть оно выглядит вот так. Допустим, с этой стороны. Вы рассказываете. Да, с этой стороны, на русском языке, и с этой стороны на киргизском языке. И, соответственно, идет и здесь здесь есть вот такая, это копия, как говорится, как образец, и мы можем такое предоставить. Конечно, у вас сохраняется рукопись, у вас сохраняется сам сценарий, скажем, но у вас есть вот это свидетельство. Если вы хотите участвовать в тендере, скажем, программный продукт, хотите участвовать в тендере, вы можете показать, что я являюсь автором этого программного продукта, я хочу участвовать в тендере. Вам легче. Вы же не понесете коды, вы же не понесете, вы же не понесете диск, вот это мой продукт, я хочу быть участвовать в тендере. Точно так же, как и с литературным произведением. Допустим, это если сценарий, если там тоже вы хотите участвовать в тендере, вы тоже можете просто отнести. Я автор, а вот и правообладателем является, допустим, такое-то телевидение. Пожалуйста, мы имеем права на этот продукт, мы хотели бы там. Теперь вопрос. Если хорошо, касательно, почему? Потому что сейчас хорошо, что мы с вами начали обсуждать это, правообладатели. Канал 312 будет правообладателем. Будет правообладателем и узбекская сторона, соответственно, если он вещается, там соглашение между нами. Что касается YouTube-канала. У нас есть свой YouTube-канал, и если мы будем его прокачивать, к примеру, точнее не канала 312, а будет создан отдельный YouTube-канал на этот проект, на него тоже необходимо будет, потому что сам этот проект будет подвязан к моей собственной фирме продакшн. То есть у меня есть свой собственный продакшн, через который я и буду с нулевой медийностью ребят дальше делать из них актеров, звездов и привлекать, то есть использовать их уже. Они будут заключать контракт на 3 года с моим продакшеном, потому что я здесь оппозиционируюсь в этом проекте как продюсер. У меня есть сопартнер, она гражданка Узбекистана, она режиссер, и мы с ней совместно хотим снимать 2-й сезон ее сериала. Здесь с участием наших киргизских ребят, это не обязательно должны быть звезды. Если ребята могут быть талантливы, как певцы, мы будем использовать голос, то есть полностью пропускать через продакшн. То есть такой момент мне тоже очень интересен.
Как здесь? Смотрите, если вы хотите выложить в YouTube, то есть вы хотите уже в интернет выложить, да. Вот. И вот у нас, смотрите, среди вот прав на воспроизведение, вот тех прав, которые возникают у автора, да, допустим, право на воспроизведение, право на распространение, вы имеете право распространять свой продукт, вы имеете право его, вот у нас он называется доводить до всеобщего сведения, да? Но это, в принципе, это есть интернет-право. Да. То есть вы можете выложить его в интернет. Но если у вас там, по-моему, YouTube тоже он, как говорится, соблюдает, да? Если вдруг кто-то пожалуется, то ваш контент могут удалить. Но раз у вас есть все права, говорится, у вас есть авторские права, вы продюсер, ваше телевидение тоже, да, значит, имеет права, оно будет правообладателем. То есть вы совершенно, как говорится, законно можете это довести до всеобщего сведения. Супер. В этом плане. Настолько все четко, лаконично вы даете. Ну, теперь давайте степ-бай-степ, да, пошагово. Человек пришел, заявление, правильно? Да. И вот здесь человек должен будет... Нет, вот эту часть заполняем мы. То есть, то есть это дата подачи, это входящий номер, это все общий отдел. Вот здесь название произведения. Я должна буду написать реалити-шоу. Да, реалити-шоу. Вот смотрите, трансформация называется. Да. Вы пишете трансформация. Просто трансформация. Да, трансформация. Если вы хотите еще, чтобы фигурировало еще и название на кыргызском языке, можете просто в скобочках указать «Өзүмдү өзгөрт». Там, да, с большой буквочки. Да, «Өзүмдү өзгөрт». А вот само, что это? У нас получается реалити-шоу. Да. Поэтому, в принципе, вот здесь вы можете... Но и один момент, смотрите. В принципе, это не... Пока, смотрите, это не реалити-шоу. Да, это пока просто сценарий. Да. Поэтому мы пишем описание телевизионного проекта. Можем написать. Вот, да. Потому что, в принципе, это и есть описание. Да. Вот когда у вас будет реалити-шоу, да, когда это будет уже действительно визуальный продукт, вот тогда это будет реалити-шоу. Да, поэтому мы пока пишем описание телевизионного проекта. Вот. Ну, здесь... Что означает? Предыдущее альтернативное название у нас не было. Да, это мы просто пропускаем. Черточку. Да. Это не составное произведение. И вы не производно. То есть вы не взяли за основу что-то. Да, это у вас значит, оригинальный продукт. Тоже или оригинальный? Нет, это просто черточка. Здесь в авторах вы указываете себя. То есть здесь у нас в этой форме написано, что фамилия, имя, отчество. Если у вас есть псевдоним, пожалуйста, можете его указать. Гражданство, дату, место рождения, дату рождения и место проживания. То есть вы здесь заполнили. Дальше. Адрес для переписки. Вот смотрите, когда у нас есть один автор, вы можете указать вот ваш адрес сюда и можете сразу указать его сюда. Сюда для переписки идет почтовый индекс или электронный можно? То есть это почтовый. Да, можете указать электронный тоже. Номер телефона и домашний. Здесь, смотрите, да, телефон указывайте. Вот если, скажем, здесь, допустим, если это, скажем, статья какая-то или исследование, здесь могут быть 2-3 автора, да? Согласна. Но вот адрес для переписки указывается одного человека. Вот. Организация, управляющая имущественными правами, это касается, это касается коллективного управления, это к вам не относится, это получается для композиторов, текстовиков и для драматургов. Поэтому вот эту часть вы можете просто... Хорошо. Значит, кто-то обладатель имущественных прав. Вот здесь пока на сценарии права только у вас. Конечно. Да, поэтому вы пишете здесь свою фамилию. Фамилия, имя, отчество. Дату и место первого обнародования. Вот я хотела спросить. Вы же наверняка же этот сценарий уже обсуждали. Конечно. И на телевидении, и с друзьями, со спонсорами. Да? То есть это не только круг вашей семьи, это уже большой, уже широкий круг, который не входит в вашу семью. Да. Поэтому вы можете указать дату обсуждения, вот самую первую дату этого обсуждения. Это уже было месяца 2 назад. И вот сюда, получается, вы можете указать как точную дату, так и можете просто год, например. Просто, например. Нет, секундочку. Вот здесь вот дата и место первого обсуждения. Здесь, получается, здесь обладатель имущественных прав, вы пишете себя, да. Октябрь 2021 года. Да, вот вы написали. И что вы прилагаете здесь? Значит, вы прилагаете рукопись.
Да, здесь все. Фотокопии. Если бы, допустим, у вас была музыка, скажем, да, вы принесли тогда- еще и звуковую запись, вы могли бы и здесь тоже галочку Ух поставить. ты. Значит так, документ об уплате регистрационного сбора, то есть это ваша Да. квитанция и копия вашего паспорта. Все. Так как у вас нет пока никаких на сценарии нет никаких договоров с телевидением там, или еще там с какими-то продюсерами или там инвесторами, поэтому у вас пока только вот это. Когда уже будет, допустим, правообладатель, скажем, телевидения ваше, то тогда у вас должен быть либо трудовой договор, где есть пункт, что, значит, все права принадлежат, вы передали, все эти права передали телевидению. Это через трудовой договор. Это либо уже это нет, через либо соглашение. это вообще должен быть авторский договор. Но, значит, у нас часто бывает такое, что это в трудовой договор включает вот этот момент, что все права, которые созданы в процессе работы вашей на телевидении, вы же, наверное, там у вас есть какое-то соглашение, да? Конечно. Значит, да, вот на данный продукт он относится, да, все эти права, они переходят, уже автоматически переходят вашему телевидению. Если Согласна. такого пункта нет, то лучше, конечно, сделать авторский договор. А, к примеру, с узбекской стороной, чтобы они тоже могли Здесь уже транслировать? с узбекской стороной Либо вы уже договариваетесь- компания с компанией, Да, скорее либо всего, это мой компания. продакшн. Если это ваш продакшн, и вы не подвязаны с телевидением, допустим, да, то вы можете и сами по Продакшн себе, с- да, продакшн. Ваша продакшн-компания, скажем, с другой, вот, с узбекской. Да, Колибри компанией. Продакшн и узбекская, Да. например, Вы можете частный канал между Да, что собой вы передаете права. права на показ, на допустим, показ да, только. да, Хорошо. да. Окей, все Так замечательно. что, И вот да. здесь Ну, и здесь вы получается- уже, вот как раз тот пункт, где вы здесь нам гарантируете, что при создании данного проекта не были нарушены права других авторов. И здесь вот просто вы как заявитель. Когда здесь, допустим, есть юридическое лицо, да, которое пришло здесь зарегистрировать какой-то объект, права, которые, значит, ему переданы, то здесь может быть и доверенное лицо, и может быть кто-то из Ну, по авторов. и, может быть, доверенности. Да. И доверенность должна быть нотариально оформлена. Нотариально оформленная доверенность и действующая на момент подачи. Да. Все, в принципе, мы уже нашу формочку уже практически, Да, всю практически полностью всё обсудили. И она совсем не сложная. Вот эта же форма, она в электронном виде тоже практически та же самая. Только когда вы сначала пишете заявление и получаете логин-пароль, который потом у вас многократно может использоваться, вы заполняете форму, она такая же. То есть вы вносите свои данные, как автора, паспортные данные, адрес свой вписываете, электронный адрес вписываете, название своего произведения вписываете, и потом уже прикрепляете вот эти документы. Как мы говорили, скан-версии вот этих, всех этих документов. Замечательно. Уважаемые телезрители, видите, как оказывается на самом деле несложно стать автором и действительно защитить права на свой интеллектуальный товар, на свой интеллектуальный продукт, чтобы каждый имел, вот действительно, да, это такой момент, когда хочется прям сказать, вы имеете право на свое собственное право. Да, это игра я бы хотела еще, я хотела бы сказать, что вы эти права имеете уже по факту создания вашего произведения. Ну, а если вы хотите зарегистрировать, это дело добровольное. По желанию автор может всегда обратиться в Кыргызпатент, и мы всегда поможем. Как часто к вам обращаются? И вообще, вот, по статистике, к примеру, давайте, лет 5 назад, как часто люди, приходили, регистрировали, к примеру, авторское. Сегодня мы именно по авторскому праву, тематику затронули, не по промышленному. И, например, сравнивая по статистике на сегодняшний день. Я хотела бы сказать, что, допустим, по сравнению с тем, что было 5 лет тому назад, и вот сегодня у нас в 3 раза почти выросло обращение, я думаю, что это связано вообще с ритмом нашей жизни, с тем, что люди стали больше знать о своих правах, и еще с тем, что Кыргызпатент ведет очень активную работу в областях. И в
Кыргызстане, и в столице, и с вузами. У нас есть вот ЦПТИ, так называется, это при вузах есть еще центры, где у нас есть люди, которые могут разъяснить, что вот ты вот этот продукт можешь зарегистрировать. Это не только объект авторского права. Вот если 5 лет тому назад у нас было где-то в пределах 200-250, вот, скажем, объектов авторского права, только регистрация, сейчас у нас уже более 600. То есть люди обращаются, и очень у нас такой контингент больше вот обращается, это преподаватели вузов, так как в их деятельности, получается, они создают учебные пособия, они пишут какие-то методические работы, они какие-то изыскания свои тоже научные пишут, они рефераты. Ну, в общем, у них просто по роду работы они должны писать эти вещи. Они статьи, они всегда что-то пишут. Статьи. Поэтому вот они хотят это зарегистрировать у нас. Ну, видите как, это вас не убережет от плагиата. Однозначно. Если тем более вы еще будете это выкладывать, скажем, в соцсети, еще куда-то, вас не убережет. Но это может вам помочь защитить ваши права. То есть в этом плане как бы это удобная вещь. И еще, допустим, почему у нас преподаватели охотно пользуются этой вещью? Потому что оценка деятельности преподавателей в вузах тоже зависит от того, насколько они, насколько они активны в научном плане, что они пишут какие-то статьи, размещают их в различных журналах, интернет-журналах, пишут ли они методические пособия. Поэтому вот эта вещь тоже им полезна. Замечательно. И еще такой вопрос. После того, когда человек подал на авторское право, я читала у вас на сайте, что даже после смерти это право обладатель переходит автоматически детям, по-моему, 50 лет, если я не ошибаюсь, и только потом оно уходит в обнародование. Авторское право вообще принадлежит автору всю жизнь. Да, всю его жизнь и плюс 50 лет после смерти. То есть к нам обращаются, и вообще вот у нас есть еще вид деятельности коллективное управление правами, и у нас Кыргызпатент собирает, распределяет и выплачивает авторское вознаграждение композиторам, авторам текстов и драматургам, чьи произведения звучат, допустим, в эфире телеканалов, вот, допустим, музыкальные произведения, и драматургам, чьи произведения идут на сценах наших театров. И если драматург живой, то пусть живет, как говорится, как можно дольше, да, и получает свои гонорары. Но если драматурга не стало, допустим, или композитора его вдруг не стало, то еще его дети или кто там будет уже, дети, внуки, они могут получать в течение 50 лет гонорары. Поэтому, даже и авторы научных работ, вы же знаете, учебники, они переиздаются. И если, допустим, автора учебника не стало, то его дети могут еще, допустим, дать разрешение на издание, переиздание этих книг. То есть 50 лет после смерти. Я думаю, на этом наши с вами встречи не закончатся, потому что, я так поняла, у вас очень много пунктов, подпунктов, и, наверное, уже я приглашу вас в студию, чтобы уже в более комфортной обстановочке вы могли рассказать именно вот этот момент, как получить, например, если не стало, например, создателя букваря, к примеру, самого автора, что должны сделать супруги, что должны сделать дети. Я думаю, что многие даже не знают об этом. Многие не знают, но они все равно интуитивно, как говорится, обращаются к нам. Идут по наитию к вам. Если этот автор, если, скажем, композитор или автор текста, поэт, чьи песни, чьи стихи легли в основу этой песни, поэты-текстовики, если их не стало, то их дети могут к нам прийти, и мы, обращаются они к нам письменно, и мы им даем ответ, что такой автор у нас
нас есть, в наших базах сведения об этом авторе есть, или драматург, да, допустим, он с этим письмом обращается уже в государственный нотариус, да, по району, и потом уже государственный нотариус уже, да, он уже оформляет эти авторские права на того, как говорится, кто там представляет семью, может на всех, допустим, если несколько детей или жена на всех оформить, а может семья решить так, что кому-то одному будут. Это уже они решают с нотариусом. Но мы такие сведения даем. Замечательно. Сейчас вас слушала и вспомнила о том, что как-то ко мне на канал приходил мужчина, ему лет, наверное, уже под 60. Советский мужчина, который вот такой вот в очочках со своей, вот с этим портфелем. Видно, очень умный, деятельный советского поколения человек. И вот так вот прям чуть ли не прижимая к сердцу, у меня, говорит, столько проектов, но я их боюсь показывать, потому что у меня их украли. Я вот чуть вспомнила о нем и подумала, может быть, мне его как-нибудь пригласить в студию, пригласить вас, чтобы вы его проконсультировали. Почему? Потому что у него, например, как он озвучил, да, у него есть проект касательно угля, что уголь, да, я не вспомню название угля, там, если... Я думаю, что вы задали очень хороший вопрос, да, и вы даже вот хорошо описали этого человека. Вы знаете, если он зарегистрирует как объект авторского права, это, в принципе, будет как статья. Да, у него больше как статья. По сути, да, вот ему ничего не даст. Вот как бы права его, если он хочет, если это какое-то изобретение или что-то такое, касающееся... Про уголь, что мы неправильно его используем, что если его создать определенную лабораторию, то там из него можно сделать авиа, да, там бензин. Может, да, КПД будет повышено, там еще что-то, да. Ну, так вот, он должен обратиться к нам. И у нас есть специалисты. Тогда я дам ваши контакты, и пусть идет. Но если он просто как статью ее зарегистрирует или как рукопись, как говорится, максимум, что могут сделать, просто из его статьи кто-то может свою научную работу взять какую-то цитату или вот это. Поэтому в этом плане как бы не совсем объект авторского права, да, но может быть это вот какое-то изобретение или может быть что-то такое, ноу-хау какое-то или еще что-то. Там, да, действительно такое ноу-хау. Да, что, может быть, наши специалисты ему помогут как-то это правильно зарегистрировать. Да, как-то правильно, да. Благодарю. Огромное спасибо. Настолько все четко, лаконично, что действительно нет больше ни вопросов, ничего. А теперь заключительный последний вопрос. После того, как вот это все рассматривается в течение, получается, 15 дней, вы высылаете по почте свидетельство или же как? Смотрите, вот мы 15 дней рассмотрели, выдали, как решение вынесли, потом наш отдел государственных реестров подготовил. Это занимает где-то около месяца. Мы можем это выслать по почте, если этот человек живет не в регионе, не в Бишкеке. Но точно так же, или если же уведомление придите, получите. Да, наш общий отдел может позвонить ему на его телефон, поэтому очень важно указать правильный адрес, телефон и все данные, вплоть до электронной почты. Поэтому, если уж вы получили свидетельство, будьте уверены, вы его на руки получите. Выдадим его. Спасибо большое. Очень интересно, очень познавательно. И я думаю, что действительно мы с вами не прощаемся, потому что, наверное, я и дальше начну освещать, но уже более детально по другим пунктикам. Да, по другим объектам. По другим объектам интеллектуальной собственности однозначно мы будем. Точно так же доступно, и все четко вам разъяснят. Все, благодарю. Спасибо большое. Теперь подать заявку в Кыргызпатент стало проще. Все объекты интеллектуальной собственности можно зарегистрировать электронно. Преимуществами данного сервиса являются доступность, удобный интерфейс, подача заявки в любое удобное для вас время. Это экономит время и исключает бумажную рутину. Вы можете подать заявку независимо от того, где вы находитесь, из любой точки мира. Войти в систему можно на сайте Кыргызпатента www.patent.kg. Вы увидите условия доступа и подачи заявок и вход в личный кабинет. Есть два варианта авторизации.
Первый. Через логин и пароль, предоставляемые Кыргызпатентом. Второй. Через ECA, то есть через облачную электронную подпись. Облачную подпись можно получить в любом центре обслуживания населения. У вас будет онлайн-доступ к электронным порталам государственных органов, которые уже подключились к ECA, в том числе госуслуги Кыргызпатента. Добро пожаловать в систему электронной подачи заявок. В зависимости от объекта интеллектуальной собственности, вам будет необходимо заполнить соответствующие поля. Теперь вы сможете просматривать этапы и статусы заявок, а также корреспонденцию. Поздравляем! Вы подали заявку, не выходя из дома.